В путешествиях по родной стране особенно цены встречи с земляками. В республике Алтай, например, путников готов предоставить кров Валентин Семенов. Башкирский чуваш вот уже больше 10 лет принимает туристов на своей базе отдыха у Михалыча. Те, кто однажды там побывал, советуют и остальным подивиться буйству фантазии хозяина. Советские автомобили, взгроможденные на деревянные столбы, вызывают удивление, а затем любопытство. Кто автор оригинального арт-объекта? Проехать мимо рукотворного чуда не смогла и моя коллега Вероника Павлова. О том, чем еще удивляет башкирский чуваш гостей, в нашем репортаже. Слышать чувашские мотивы вдали от родины, в 3000 километрах посреди гор на Алтае непривычно. В репертуаре Валентины Семеновой не одна песня на родном языке. Вот так с песнями и танцами, как говорится, добродушный хозяин проводит экскурсию по своим владениям. А показать-то есть что. Чего стоят эти москвичи и Волги? Автомобили, выросшие на деревьях, поражают воображение. Первый Волга в Луганском районе. Это председатель колхоза, это как его, секретарь обкома партии. Впрочем, это отнюдь не единственное чудо на турбазе. Вся территория увешана антуражными вещами. Ходи и любуйся, настоящий музей старинных предметов. Здесь и отжившая свой век техника, утюги, самовары, телефоны, футболки, полотенца с различными автографами, музыкальные инструменты, газеты. Вот, например, целая кипа чувашского журнала «Ялав». Вот это на память возьмите, у меня еще есть. Спасибо большое. Тавах. Каждый домик своего рода отдельное произведение искусства. Определенной тематики нет. Собирает Валентин Семенов все то, что ему приглянется. Понравилась картина, повесил ее на стену. Среди горных пейзажей и фотография со знаменитым ученым Николаем Дроздовым. Впрочем, известная личность здесь не редкость. Ведь такой колоритной турбазы на всем горном Алтае не сыщешь. Оттого все и тянутся в Улаганский район. Мастер-класс, кстати, подойти козы капучино. Вот палец держи, вот так нажимаешь, идет. Давай. Получилось? Да, идет. Давай, Дарья. Прямо вот в режиме реального времени молоко влили сюда. Возвести базу отдыха посреди гор Валентин Михайлович задумал больше 10 лет назад. Решил негоже на пенсии без дела сидеть, а попал на Алтай по службе в 1989 году. Повстречал суженую, стал растить детей. Так энтузиаст родом из Кугарчинского района Башкортостана и пустил корни в горах. В сторону Кривля-Илюшина и Кугарчинский район. Там еще целая деревня чувашская. И все у нас, я говорю же, я в маленькой деревне вырос. К слову, башкирский чуваш на исторической родине предков в Чувашии ни разу не был. Да и вряд ли получится, признается Валентин Михайлович. Оставлять без присмотра надолго детище нельзя. Поэтому довольствуются этими экспонатами, которые привезли земляки. Вода чувашская и воздух чувашский. Правда, вода зимой замерзла, а затем и вовсе испарилась. Но пополнить эту незамысловатую коллекцию родом из Чувашии могут новые туристы. Село Акташ, Луганский район. Приезжайте в Луганский перевал. Жду. Вероника Павлова из Республики Алтай для Вести Чувашия.